Захват заложников в Доме правительства. Сегодня в Якутске перекрыли часть улиц, прилегающих к правительственному кварталу. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по Якутии провел командно-штабные учения. Подробности условной антитеррористической операции в сюжете Афанасия Николаева. Согласно легенде учений, в 9 утра на пульт оперативного дежурного столичной полиции поступила информация о том, что неизвестные в камуфляжной одежде ворвались в здание ДП-2. Вооруженные боевики обезвредили охрану и взяли в заложники около 200 человек. Немедленно по тревоге был поднят весь личный состав управления ФСБ, полиции и других оперативных служб. Наша задача – выдвинуться к месту проведения контртеррористических мероприятий, организовать оцепление, блокирование здания. Здание, где удерживаются заложники, было блокировано со всех сторон. В работу вступил оперативный штаб под руководством начальника УФСБ, генерала-майора Александра Барышева. Начались переговоры с условными террористами. Спецназ провел разведку подступов к зданию. Силовая часть операции была отработана на улице Билибина. Полицейские блокировали террористов в одноэтажном здании. Спецназу ФСБ и МВД поставлена задача штурмом уничтожить боевиков. Бойцы спецназ в считанные секунды уничтожают условных боевиков. Террористы ликвидированы, заложники освобождены, потерь среди личного состава и заложников нет. Задача оперативный штаб справился. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.